Делегация Башкортостана завершает свою работу на полях 15-го юбилейного международного форума «Транспорт России». И, конечно, логично поговорить сегодня об этом мероприятии с министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александром Владимировичем Булышевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Говоря об общественном транспорте, все мы прекрасно знаем, что небывалые реформы проводятся в этой отрасли у нас в регионе. В небывалом количестве закупаются автобусы разной вместимости, это малого, среднего, большой вместимости. Расскажите, пожалуйста, вот насыщение произошло или в дальнейшем также будем продолжать закупать эту технику новую? Как вы совершенно верно ответили, наша транспортная реформа, она на сегодняшний день вступила в достаточно активную фазу. Очень много усилий мы прилагаем. Приоритеты наши расставлены следующим образом. Уфа – это наша столица, лицо нашей республики. В первую очередь задача наша все-таки заменить весь старый транспорт, который имеется в Уфе, на новый, низкопольный, комфортный, удобный для жителей города, приспособленный для использования инвалидами. Транспорт будет оборудован по последнему слову техники, там будут кондиционеры, будут зарядки, будут все, к чему привыкли современные, в том числе молодые люди. Да? Возможно, это сподвигнет их больше пользоваться общественным транспортом. Отладить работу по маршрутам в городе Уфа, настроить расписание. Мы видим прекрасно, что наши жители недовольны тем, что рейсы выполняются не по расписанию, что, допустим, поздно вечером крайне проблемно уехать. Мы это видим, мы это понимаем, мы это в обязательном порядке, мы это будем регулировать, и перемены, они будут нарастать с каждым месяцем. Насколько мы понимаем, до Нового года у нас появится еще одна партия больших высококлассных автобусов, которые будут работать на очень значимых маршрутах. Те автобусы, которые при этом высвобождаются, знаете, у нас нет цели даже тех, кто, допустим, ездит на каких-то старых автобусах, нет цели оставить людей без работы. Мы никогда такой цели не преследуем. У нас есть масса незакрытых проблем в районах, городов, потому что следующая наша задача, мы обязательно будем решать точно упорядоченную связь по расписанию, это связь столицы нашей республики с районными центрами, И будем приводить это к тому, что это тоже должно осуществляться на хороших автобусах, в зависимости от маршрутной сети, которую мы сейчас разрабатываем, надо сказать, в комплексе мы это делаем. Либо средний класс, либо малый класс, там, где мало пассажиропоток. И третий этап нашей реформы, когда мы придем в сами наши районные центры и муниципалитеты. Также по опыту Уфы мы будем настраивать внутри наших районных центров внутренние перевозки, чтобы они уфимским практически не уступали. И также, чтобы связь между районами, между отдельными городами, крупными нашей республики, она тоже осуществлялась на хороших автобусах в соответствии с расписанием. Эти задачи мы понимаем, как их решить. Еще о чем можно сказать, это очень важный аспект. В ближайшее время мы разработали уже фактически достаточно серьезный комплекс мер. Мы создали межведомственную комиссию по борьбе с нелегальными перевозками. Я обращаюсь к жителям, что и жителям стоит задуматься всей нашей республики, стоит ли пользоваться такими сомнительными услугами. И я хочу заранее сказать, что в ближайшее время тем, кто такие перевозки осуществляет, их жизнь существенно осложнится. Может быть, заранее стоит задуматься, что просто найти какой-то другой вид бизнеса, перестать этим заниматься, потому что эти перевозки не обеспечивают безопасность, они не обеспечивают необходимое качество, комфорт. Тем более зимой актуально, вы знаете, когда вас везут на какой-то старой трясущейся машине по зимней дороге, но это большой риск, в первую очередь, для жизни. И я думаю, граждане должны проявлять самосознательность и выбирать все-таки транспорт государственный, пускай не государственный, частный, но новый и надежный. В этом плане мы, конечно, будем принимать достаточно серьезные меры, и скоро они станут заметны. Вы уже сами тоже сказали, что новые автобусы позволили связать транспортным сообщением все районные центры между деревнями, между населенными пунктами, когда будет налажено тоже регулярное автобусное сообщение. Знаете, точный срок сказать, я надеюсь, что какие-то значимые подвижки
будет видно уже в ближайшие, по этапам это все развивается у нас, в ближайшие 3 месяца, полгода уже будут происходить какие-то значимые подвижки в этом направлении. Вот мы сейчас с 2 крупными институтами московскими прорабатываем программу маршрутной сети для всей республики. Вот у нас была очень насыщенная неделя транспортная, мы привели массу встреч, в том числе по этому поводу, да, и вот они нам помогут. То есть к нам выезжают специалисты буквально на следующей неделе в город Уфа. Мы будем обсуждать именно, как нам правильно, экономически целесообразно, чтобы не было желания у частного перевозчика бросить этот рейс и по нему не ездить. Да? Вот для этого надо достичь экономической целесообразности таких маршрутов. Там, где населения совсем немного, а проблема в перевозках есть, но там мы, конечно, будем закрывать эти направления за счет государственного перевозчика Башавтотранс, да, то есть он будет зарабатывать деньги, например, там, где пассажиропоток серьезный, город Уфа, другие крупные районные центры, но вот за счет этих заработанных денег он будет закрывать те перевозки, которые можно осуществлять только вот с помощью каких-то там датируемых вещей. В целом развитие автодорожного хозяйства, насколько оно идет успешно, есть ли какие-то вот проблемы, которые буквально вот уже сегодня нужно начать решать, и за счет чего в первую очередь тоже? Ну, если говорить про автодорожных, вы имеете в виду состояние дорог? Состояние дорог, да. Ну, смотрите, это понятно. Вот наша первая задача, которую мы обсуждали только что с заместителем министра Российской Федерации Костюком Андреем Александровичем, министром транспорта, да, заместителем, это мосты, да. Вот Уфа полуостров, мы уже об этом много говорили, будут приведены в состояние мосты, будут построены новые мосты, будет построена развязка в направлении Зинина-Нагаев. Да. Это существенно улучшит дорожную ситуацию в городе. Вот. Следом за мостами, это безопасность, в первую очередь безопасность. Да, это разметка, это новые светофоры, интеллектуальная система управления светофорами, которые существенно позволяют уменьшить количество заторов на светофорах. Да. Вот как-то так. Это основные приоритеты. Безопасные дороги, они должны быть в том числе и качественными, чтобы быть безопасными. Да, то есть какой-то контроль ведется, потому что строим много. По общей протяженности автомобильных дорог республика занимает лидирующую позицию в России. Но дороги, чтобы ежегодно их не ремонтировать, да, не перестилать, колейность, чтобы не образовалось там. Есть же гарантийные сроки какие-то. Тоже такая тема, знаете. Вообще контроль у нас он многослойный. Мы контролируем, наш ГУП УДХ контролирует. Да. Комплексные проверки в рамках контракта безопасной качественной дороги, они осуществляются управлениями федеральных дорог, профильными институтами Минтранса. Да. То есть проверки достаточно серьезные. Та колейность, которая образуется на так называемом защитном слое, она устраняется в рамках текущего ремонта. Мы это часто видим по дороге Уфа-аэропорт. Да? Это, надо сказать, это обычная процедура в рамках содержания дорог. Да? Потому что, обратите внимание, эта колея, она возникает в крайней левой полосе. То есть эта полоса, нигде едут грузовые машины. Это не говорит о некачественном асфальтном покрытии. Это вытирается именно шинами в зимнее время. Каждая шина, есть расчет, сколько там миллиметров асфальта она уносит с собой, да, зимняя шина. И там, где интенсивный поток идет легкового транспорта, они вытирают эту колею, она образуется. В рамках текущего ремонта этот защитный слой дороги приходится менять. Это регулярная работа, но мы ведем работу на тему, опять же, у нас есть серьезная лаборатория при Башкир-Автодоре в том числе. Мы работаем над тем, чтобы этот ремонтный срок между ремонтами существенно увеличить. Это один тоже из наших приоритетов, это если говорить о дорожном строительстве. И мы в очень тесном контакте и взаимодействуем. Госкомпания «Автодор», они делятся с нами своим опытом. Это компания, которая строит платные дороги. А раз они платные, значит, это очень хорошие дороги, понимаете, да? У нас есть масса консультаций, они нам подсказывают технические решения, то есть в этом направлении мы двигаемся достаточно серьезно. На выставке походили, посмотрели много чего интересного. Вы, как руководитель профильного ведомства, что интересного подчеркнули, какой-то, возможно, опыт будет полезен для республики? Знаете, наибольший опыт я все-таки, наверное, получил именно на данной выставке. Не от посещения стендов, но эти решения
теоретически то, что представлены, многие из них, они, конечно, мне достаточно известны, там, да, по изучению материалов. А вот от общения с живыми людьми, да, от общения с настоящими специалистами своего дела, да, вот каждая встреча, она, в принципе, достаточно интересна. То есть и нам там порой дают такие подсказки, как мы сегодня вот отметили на встрече с Росдурнии, заместителем директора, сказал мой заместитель, только вот ради одного этого разговора стоило прилететь в Москву. Понимаете? Ну, потому что вот люди действительно нам задают правильное направление развития в рамках вот каких-то федеральных программ. Ну и Башкортостан тоже приехал не с пустыми руками. Представлены на нашем стенде большие инфраструктурные проекты. Расскажите, как они развиваются, нет ли сложностей с финансированием, будут ли они достроены в срок? Все будет достроено в срок. Сложностей с финансированием нет. Там, где они есть, нас коллеги из федерального министерств очень внимательно слушают. То есть мы для них в определенном приоритете находимся, потому что эти проекты действительно, даже в масштабах России, они достаточно серьезные. Да. Вот, поэтому мы там находимся в приоритете, ни один проект не будет брошен, все будет в срок достроен. Ради Фаридович неоднократно говорил о том, что, и действительно это так, год был непростой, год был сложный в связи с пандемией коронавируса. Многие проекты пришлось сократить в плане финансирования. Отразилось ли это как-то вот на транспортной сфере, на транспортной отрасли нашей республики? Ну, вы знаете, невзирая на непростой год, только за счет республики купила 220 новых автобусов. Причем мы ищем дополнительные источники частного финансирования на покупку новых автобусов. Они нам тоже в этом не отказывают. У нас очень продуктивные переговоры идут по этим направлениям. Поэтому вот на нашей транспортной отрасли я не могу сказать, что это отразилось. Да, работать было сложно, да, пассажиропоток еще не восстановился. То есть показатели выручки Башавтотранса, там, да, мы как бы их считаем, вот это в рамках, это все. Главное – это системный подход. Если есть системный подход, тогда будет результат. Собственно говоря, мы живем не одним годом. Год от года сложнее, проще. Нам надо двигаться вперед 3-4 года, к 2024 году. Я думаю, наша транспортная инфраструктура и пассажирский транспорт в Уфе, он хочется надеяться, и для этого есть все основания, что он будет совсем другого уровня. Да. А вот говоря о частниках, они вот насколько охотно идут на контакт, слушают ли они вас, как идет с ними сотрудничество? Вот только один Башавтотранс, хоть он и государственный большой перевозчик, он же такое количество пассажиров он один не вывезет. Участники разные, кто-то слушает, кто-то нет. Те, кто не слушает, видимо, у нас есть достаточно широкий спектр регуляторных мер. То есть, они будут нами применяться. То есть, что точно могу сказать, что Уфа, вот в первую очередь Уфа, на старых автобусах ездить не будет. Это точно, это 100%. Да? Следующее, как мы уже не будем повторяться, дальше идет райцентр. Да? Там тоже будет наведен порядок. То есть везде безопасность и комфорт, они в конце концов будут достигнуты, сроки обозримые видны, наверное, это будет, надеюсь, не позже 2024 года. Благодарю вас за ответы. Напомню, что о развитии пассажирских перевозок в Республике Башкортостан мы говорили с министром транспорта и дорожного хозяйства республики Булышевым Александром Владимировичем.